Всем большой привет, друзья! На календаре 5 июня. И как мы видим, вода прет. Вода прет. И прет нехило. Вот. Здесь. Где-то здесь наш садок-барабан. Примерно вот где-то здесь. Он уже полностью утонул. Ну и бог с ним. Утонул и утонул. Уплыть он, я так думаю, не должен. Груз там хороший. Рыбы там нет. Ну а живцы в банке, ничего им не будет. В общем, вода продолжает прибывать. И, наверное, сделаем небольшой перерыв по рыбалке. Во-первых, из-за подъема воды, сколько он будет продолжаться, никто не знает. До максимума вода в этом году так и не доходила. Это сейчас вот максимальный уровень. Первая вода была и того ниже. Снега было много. Резкое потепление. Урал даст по-любому еще воду. И я так думаю, чисто по моим прогнозам, до этой будки вода, наверное, прибудет. Самый максимальный уровень, это вот до сюда вода была. Оставалось только два вот этих. На суше вот так вот была вода. Обратите внимание на ту будку и запомните вот на ту будку, которую уже утопила, которая рядом. Вон. Нижний венец уже почти под крышу. Верхняя сторона 2 бревна еще осталась на суше. Но скоро уже будка уйдет полностью под воду. Вот такой у нас большой уровень воды. Критически большой. Лодки, вот мои две лодки, Обяжка и Казанка, на месте. Сейчас, когда будут кадры из ледохода, вы увидите, как высоко они находятся на берегу и какой был уровень воды, когда начался ледоход. Часть крыши этой будки была даже под водой. Ну вот, я говорю, вот до сюда вода прибывала, вон до сюда. Это где-то примерно еще должна прибыть метра 3. И постоянно переставлять продольники, ну, муторно, глупо, есть риск то, что потерять. Это во-первых. Почему я решил сделать перерыв и поднять наши продольники, если уже несколько штук не утонуло. Во-вторых, есть риск, плывут деревья, что их может унести, опять же риск потерять. И третья причина, пожалуй, самая основная: совершенно нет времени заниматься пока рыбалкой, надо заняться огородами. Это привезти навоз, раскидать его на огороды, перепахать огороды, посадить картошку, перепахать грядки, посадить там морковку, ну а все остальное. В общем, приблизительно на неделю берем перерыв. На 5 сегодня ролик есть, на 7 ролик есть. 2 ролика еще будет. Этот ролик должен выйти 9 июня. Ну а ближе к 10, 11, 12 июня, я так думаю, мы уже к тому времени поставим продольники по новой. И если вы смотрите этот ролик, значит уже получается продольники или поставлены, или уже я выхожу и собираюсь их ставить. Ну как-то вот так, это короткое вступление. Рыбы мы немножко наловили. В леднике еще одно место для двадцатки есть. Так что на переработке и все остальное, это, я так надеюсь, вода быстро не упадет. А если она уже прибыла, рыба шевельнется, значит, возможно, клюнет потом на лим. Но это все мы увидим в дальнейшем. Пока мы выезжаем поднять продольники. А так как вчера я их наживлял новыми живцами, возможно, там есть рыба. И сейчас мы посмотрим, что у нас осталось на данный момент. То, что попало, бесспорно, потому что вчера на второй проверке рыба уже была. Попадает сразу, рыба ловится. Ну а долго не проверяешь, рыба срывается. И сколько наших язей осталось на наших продольниках, сейчас мы это увидим. Погнали.
что мы видим? Один продольник уже утонул. Раз, два, три, 4, 5 пока на месте. Этот на грани тоже уже сплавился. Одного нет, один булькнул. Вот еще одно подтверждение, что пора поднимать продольник. Опачки. Так. Все-таки дождались мы половодья весеннего. Я уже думал, в этом году его не будет. Этот снесло, этот был повыше продольник. Уже снесло. А тот, если утонул, то как вода упадет, мы его найдем. Но если его утащило корягой, какой-то бревном, деревом, то можем уже и не найти. Тогда будет еще минус один продольник. Опа, это что? О, везде травы. Так, здесь у нас один окушок. Здесь у нас один язь остался еще. Вот такой вот язь. И ветка. Ветка не сирени, ветка ивы. Еще там что-то дергается. Еще один язь. Два язя и окунь на полузатонувшем продольнике. Ну, я так думаю, что-нибудь да мы все равно еще насобираем. Этот заглотил до окраин. Вот такой вот язенький. Так что чем меньше крючок, тем больше шансов, что он заглотит. Так, ну все. Сейчас распускаем, чистим и наматываем на мотовильце. Для этого продольника рыбалка пока временно закончилась на этот сезон. Ну, надеюсь, мы еще увидим этот продольник в деле, так же как и остальные. Так, прокатился, поискал, шестого продольника не нашел. Ну, будем надеяться, что он просто так утонул, и как вода упадет, мы его найдем. Вот так вот веревку забивает травой и от веса прижимает течением бутылку к земле, и она тонет. Так, что у нас там? Натяжка охрененная. Вижу язя. Но натяжка это не из-за того, что там рыба, а из-за того, что там трава. Сейчас, если вода большая будет, может шевельнется налим. А мы поднимаем продольники. Ну ладно. Если налим наш, то он попадет и потом. Так, один. Все. Все. Дальше одна трава. Огромными вот такими кусками. Все. Даже и речи быть не может о рыбалке. Или проверять каждый час, каждые два. На что времени у нас сейчас нет. Все. Поднимаем. 100%.
Здесь тоже есть язёк. Здесь я добавлял 4 крупных крючка налимовых. Вот один попал. Да не один, там еще один. Два. Энскадан. Вот. Подъем воды пофиг. Обычно говорят, при подъеме рыба не ловится. Язю это ровно вообще. Он заглотил здоровенный крючок. Это какой у него аппетит? Какой хороший аппетит. Этот ушел. Ну все. Поднимаем дальше. Вот это натяжка. Как будто мешок картошки повесили. Язя вижу. Раз. Язечек есть. Так. Есть окунь. И там еще один язёк. Тихо, тихо, тихо будь. Все. Все. Также 2 язя и 1 окунь. Ну ты смотри, мы сегодня еще и с уловом. Если честно, не ожидал. И это только еще верхний участок. Без одного продольника. Вот, Энскадан. Вот так вот. Накидывает всякую срань. Любая коряга. Вот раньше наши деды, таких бутылок у них пластиковых не было. У них был деревянный шест. И он торчал вот так вот. Из воды прямо. Груз. То ли камень, то ли большой трак от гусеницы, ну любой груз, и деревянный шест, вот так он из воды торчал. Любые коряги, тогда молевой сплав был, очень много древесины плыло, и она просто, шест вот тонул и ничего не уплывало. По сравнению с бутылками, конечно, это огромный плюс, но с другой стороны, подумайте, я с собой бутылочку возьму с веревочкой или шест таскать. А шест нужен длинный, 4 метра, как минимум, а то и больше. Так что, так сказать, модернизация продольников проходит успешно. Опачки. Натяжка, натяжка. Сколько грязи, ёшкин кот. Даже не чувствую, есть рыба там, нету. Походу нету ничего. Нет, что-то даже есть окушочек один. Вон что-то было, все запутано. Ясь поднял, запутал. И только один маленький окушок у нас на 5-м продольнике. Вот. Вот так вот он запутал, получается. Ладно, распутаем. Так, ну что, а на нижнем участке и поднимать-то ничего не надо. Все благополучно, буль-буль утонуло. Вот одна единственная 5-литровая бутылочка осталась, которую не смогло течением утащить. И все. Остальные продольники уплыли. Так.
Блин, и эту не смог поймать. Вот она. Вот она, вот она. Блин. И эту не смог поднять. Вон, еще одну бутылку вижу. Утащила. Третью вижу. Третью вижу. Ну, в общем, поднимем. И вон вроде бы один груз. Четвертую. В общем, основная часть. Раз, два, три, четыре. Основная часть продольников уже утонула. Резкий скачок воды. Я был в поселке сегодня. С утра не проверял. Меньше суток прошло. А бутылки все утонули. Хотя запас веревок был. Ну ладно, что теперь? Будем ждать спада воды. Упадет, будем собирать остатки. Тут она все равно все обсохнет. Тут у нас выйдет песок. Бутылки у нас все равно будут на поверхности воды. И постараемся достать груза, достать продольники. Эти 4, вон даже сносит сейчас получается. А эти 4 сейчас попробуем поднять то, что осталось. Поехали. Якорь уже не держит. Так, ну чё? По-любому она еще и в кустах, наверное, расплавилась, утащила. Ладно. Вот так вот. Надо было мне уже вчера не наживлять. Видел же уже, что пошла вода. А я еще наживил и оставил. Ну, в принципе, не думал, что так быстро поднимется. А надо было предположить. Ну, ничего страшного. Не бывает рыбалок без потерь. Поднимем, что осталось, остальное потом. Пусто. Конечно, пусто. Все посрывалось уже. Еще один зацепил. Да. Вот такая вот бутылка и не утонула. Ну, если они утонули, то ничего страшного. Я их найду. Лишь бы никакой коряга не утащила. Если они утонули, сейчас их мусором вот так, особенно легкие бутылки, прижмет к берегу, ой, ко дну. И как после того, как вода упадет, ну, через неделю, там, максимум через 2, я так думаю, дольше вода не постоит в таком половодье, на таком уровне. Все равно она упадет. Упадет, и мы найдем наши продольники. Пока у нас, пока они у нас числятся потерянными. Даже что-то дергает. Охренеть. Или что? Или показалось? Показалось, скорее всего. Нет, что-то есть. Даже есть язычек. Сейчас он и этот что уйдет. Нет, не ушел. Даже еще и с рыбой мы сегодня. Это, конечно, не та рыбалка уже, но вот зимой поймают столько рыбы даже. Скажешь, вот это удачно, вот это здорово.
А сейчас после того, как ведрами черпаем, да, это разве рыбалка, так себе. Чё? Порыбачили же, порыбачили. Чё, грех жаловаться. Отлично порыбачили. И еще порыбачим. Будет еще на нашей улице праздник. Обязательно будет. Ну что, попробуем еще одного утопленника поймать. Опа! Поймали, получилось. Поймали, получилось. Ну и все, наверное. 4 продольника было видно. Третьего поймал. И все, больше уже ничего не видать. Видать, вода прет на глазах. И продольники утонули. Ну и ладно. Не будем печалиться. Вода упадет, и мы их найдем. Если они утонули, а что скорее всего они утонули, то это не страшно. Их не унесет. Может только засыпать груз. Но бутылки останутся, по бутылкам я продольники все равно найду. После того, как вода упадет. Просто это для начала. Эти продольники, что мы спасли. Да ты что, еще и язык есть. Охренеть. Еще и языки. Раз. Два. Еще и 2 язя. Все. Все. Так что мы не только находим продольники, мы еще и рыбу ловим, получается. Даже в безвыходной ситуации и то у нас получилась рыбалка, а не просто так спасение продольников. Ну и все, наверное. Там бутылка появлялась пару раз в верховьях. Не знаю, конечно, прокачусь там, замечу, не замечу. И внизу еще появлялась, но я уже ее не нашел. Пока все. Половину продольников спасли, и то хорошо. Бедные чайки, вон, смотрите, на этой коряге, вот коряга здесь в кустах, они сделали гнездо. Не думали они, что здесь прибудет вода, и сделали гнездо. И вот они кучей стараются, ну вот мама чайка сидит на гнезде, греет яички, получается, а все обеспокоены подъемом воды, и больше процента вероятности, что это бревно, скорее всего, если еще метр воды поднимется, уплывет вместе с гнездом. И тогда все, конец фильма. Вот они, он беспокоится. Да, сделали гнезда себе, не думая, что будет такой подъем воды. Ну что теперь? Судьба. Дай бог, чтобы эта коряга осталась на плаву именно здесь, на этом месте. Тогда, может быть, им повезет. А у нас пока все. Вот такая короткая серия сегодня. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Половина продольников спасена. И где-то почти ведерочка рыбы 10-литровая. Ну, килограмм 7-8 есть. А то. Увидимся после того, как вода дойдет до того уровня, когда мы начинали рыбалку. Всем пока. Вот она, чайка. А вот гнездо. Полметра осталось. Бедная, бедная. Полметра. И гнездо затопит.
а полметра будет, даже еще больше. Единственное, то что она сучкастое дерево, может быть в кустах застрянет и останется на плаву. В таком случае выводок сохранится. Все, иди, не трогаю я тебя. Не знаю, выживут ли твои птенцы. Все, иду. Ну ладно, продольники, скоро увидимся. Вот утки плавают. Охладая чернь. Бах. Все, пошла обратно к своему гнезду. Ладно, попытка не пытка. Удачи тебе.